Бисмиллахи р-Рахмани р-Рахим, вассалату вассаляму аля Расулиллах, ва аля алихи ва сахбихи аджмаин, амма ба'д. Уважаемые зрители, мы продолжаем наши уроки, и сегодняшняя наша тема 89-я сура Священного Корана, сура Аль-Фаджр. Сура Аль-Фаджр состоит из 30 аятов. Отличительная черта этой суры – короткость аятов. Итак, мы начинаем. Первый аят. Валь-Фаджр. Валь-Фаджр. Здесь у нас отличительная черта этого аята – это джим с правилом калькаля, и ра произносится твердо. При остановке аннулируется огласовка и переходит в сукун. И таким образом с огласовки фатха над буквой вау уходим на лям. Валь-фаджр. Нужно обращать внимание, чтобы звук фа не произносилось твердо. Валь-фаджр, чтобы не было. Валь-фаджр. Фаджи. Валь-фаджи. Чтобы правильно произносить, нужно разделить это слово. Первые две буквы. Валь-фаджи. Фаджи. Валь-фаджи. Валь-фаджр. Валь-фаджр. Идем дальше. Второй аят. Валаялин ашр. Ва-ля-я. Удлинение в размере двух огласовок. Лаялин. Четкое ясное произношение танвина. Здесь правило изгар. Ашр. При остановке над буквой ра танвин аннулируется, переходит в сукун, и таким образом ашр. Ашр. У звука шин есть тафаши, произношение продолговатостью. Ашр. Валаялин ашр. Обратите внимание. Валаялин ашр. Третий аят. Ваш-шаф'и валь-ватр. Ваш-шаф'и. С огласовки фатха уходим на удвоенный шин, солнечный звук. Ваш-шаф'и валь-ватр. Валь уходим на лям. При остановке огласовка аннулируется под буквой ра, уходит в сукун. И таким образом валь-ватр. Валь-ватр. Ра во всех случаях первых трех аятах является твердым, с твердым произношением. Итак, третий аят. Ваш-шаф'и валь-ватр. Ваш-шаф'и валь-ватр. Ваш-шаф'и валь-ватр. Четвертый аят. Валь-лайли иза яср. Валь-лайли. С огласовки фатха уходим на удвоение лям. Валь-лайли. Валь-лайли. Нужно обращать внимание, чтобы звук с огласовки фатха ла над буквой лям произносилось чтобы она не переходила в звук валлейли. Нет. Валлайли. Валлайли. Валлайли иза удлинение в размере двух огласовок. Иза между звук за иза яс. Здесь у нас свойство син, свойство свист у звука син. Яср. При остановке касра аннулируется, уходит в сукун. И таким образом валлайли иза яср. Валлайли иза яср. Валлайли иза яср. Пятый аят, обратите внимание. Халь фи залика касамул лизи хиджр. И таким образом, халь, гортанное произношение, фи, удлинение в размере двух огласовок, фи залика, удлинение в размере двух огласовок фатхи, залика. Обратите внимание, что так как она межзубный звук. Залика. Залика касамун. Касамун. Касаму. Каса. Нет. Касаму. Касамуллизи. Обратите внимание, здесь у нас правило идгам без назализации. Назализируется, точнее, ассимилируется вот это второй танвин. Первый мим с огласовкой дамма нужно до конца четко произносить. Касаму л. Касаму л.
Касамуллизи. 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 Удлинение в размере двух огласовок. Касры. Касамуллизи хиджр. Обратите внимание, ха-джим. Так как джим относится к 5 звукам свойства калькаля, хиджр. При остановке аннулируется танвин и сукун хиджр. هل في ذلك قسم لذي حجر. هل في ذلك قسم لذي حجر. Шестой аят. Обратите внимание. ألم تر كيف فعل ربك بعاد. ألم تر. Та свойство, мягкие все свойства, и поэтому ра. Ра твердая у нас. Алам тара кайфа. Кайфа со звуком Кайфа, не кейфа, Кайфа. Алам тара кайфа фа'аля. Все мягкие звуки. Фа'аля. Алам тара кайфа фа'аля. ألم تر كيف فعل ربك. Твердое произношение ра, удваиваем б, а потом звук, огласовка дамма. Раббука. При произношении даммы нужно губы в трубочку и вперед. Раббука, бо, чтобы не было. Раббука. Би'ад. Айн с огласовкой фатха мы удлиняем здесь, у нас 3 варианта. При остановке 2, 4, 6. Давайте сегодня подберем, иншаллах, огласовку, удлинение в размере 2 огласовок, и на этом будем акцент делать до конца всех 30 аятов. Би'ад. При остановке аннулируется танвин и переходит в сукун, так как даль является со свойством калькаля, и применяем правило калькаля би'ад. Итак, 6-й аят. Алам тара кайфа фа'аля раббука би'ад. 7-й аят, обратите внимание. Ирама затил имад. Ирама. Четкое ясное произношение огласовки кесра. Так как звук хамза подчиняется огласовке, здесь четкое, ясное, открытое произношение кесры. Ирама. Ра твердая. Ирама зати. За межзубная с удлинением в размере 2 огласовок. Зати. С огласовки кесра уходим на лям. Затил имад. Имад. Если применяем дольше удлинение, имад. При остановке имад, вот здесь удлинение 2, 4, 6. Мы сказали, что выберем сегодня, акцент будем делать на 2 огласовки. Имад. При остановке аннулируется кесра и становится сукун. Итак, ирама затил имад. Ирама затил имад. Итак, 8-й аят, обратите внимание. Аллати лам юхлака мислуха фил билад. Аллати, удлинение в размере 2 огласовок у нас кесры. Аллати лам юхлака. Ха твердый звук, лям мягкий. И поэтому после твердого звука ха, лям должно произноситься мягче. Юхлака, ла, нет, юхляка. Здесь у нас мягкий, твердый. Юхляка. Применяем правило калькаля. Юхляка. Мислуха. Нужно договорить са мислуха. При остановке, при слитном чтении, удлинение в размере 2 огласовок. Мислуха. Удлиняем фатху. Мислуха. Фил билад.
Здесь, так как слитное чтение и естественное удлинение, как мы говорили, при слитном чтении всегда аннулируется. И поэтому с огласовки фатха мы уходим на лям, и удлинительный звук кясры аннулируется, и с огласовки кясры переходим на лям. Филь биляд, филь биляд. После сукуна нужно максимально четко произносить огласовку кясра с буквой б. Филь биляд, би, биляд, биляд, нет. Биляд. Биляд. Здесь мы два раза удлиняем, аннулируется кясра и уходит в сукун, и применяется правило калькаля. И таким образом, 8-й аят. Аллати лам юхлак мислуха фил билад. Фил билад. 9-й аят. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد. И таким образом, самуда, удлинение в размере двух огласовки дамма. Самуда, с огласовки даль уходим на удвоенный лям. Самудаллазина. Самудаллазина. Здесь у нас удлинение кясры в размере двух огласовок. Самудаллазина. Джабус. Удлинение в размере двух огласовок. Джабу. Джабуссахра. Обратите внимание. Естественное удлинение аннулируется. С огласовки дамма уходим на удвоенный сад. Твердый звук. Джабуссахра. Джабуссах. Сад твердый, ха твердый, ра твердый. Все твердые. И таким образом. Джабуссахра бил. Четкое и ясное произношение огласовки кясры. Бил вад. Аннулируется огласовка, уходит в сукун. Удлинение в размере двух огласовок, как мы с вами выбрали, 2. Вы можете выбирать 2, 4, 6, полная свобода действий, потому что в данном случае это право чтеца, выбор за чтецом. И таким образом, 9-й аят. وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ. Нужно обратить внимание, что при произношении сад, так как звук со свойством свист, немножко удержание. Джабуссахра. Джабуссахра. Джабуссахра, нет, автоматически аннулируется будет удвоение. И поэтому это является грубой ошибкой и аннулирование букв, что является категорично противоречит правильному чтению. И 10-й аят, обратите внимание. وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ. Ра здесь в данном случае мягко произносится, так как впереди стоящая огласовка кясра. Фир'ауна. Фир'ауна. Нет. Фир'ауна. 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 Фир'ауна ذِي الْأَوْتَادِ. Так как при слитном чтении, естественно, удлинение аннулируется, мы с огласовки кясра уходим на лям. ذِل. Нужно обращать внимание, чтобы межзубное произношение было полноценным. ذِل أَوْتَادِ. При остановке аннулируется кясра, уходит, становится сукун, и здесь удлинение в размере двух огласовок. И таким образом, 10-й аят. وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ. أوتاد. Еще раз. وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ. 11-й аят. الَّذِينَ تَغَوْا فِي الْبِلَادِ. الَّذِينَ удваиваем. Здесь с фатхи. الَّذِينَ удлинение в размере двух огласовок кясры. الَّذِينَ تَغَوْا. Тагау. Твердое произношение. Тагау фил биляд. С огласовки кясра мы уходим на лям. Фил биляд. При остановке аннулируется кясра, переходит в сукун, а здесь удлинение в размере двух огласовок. А здесь, естественно, удлинение при слитном чтении аннулируется. И таким образом, 11-й аят. الَّذِينَ تَغَوْا فِي الْبِلَادِ. الَّذِينَ تَغَوْا فِي الْبِلَادِ. 12-й аят, обратите внимание. فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادِ. فَأَكْثَرُوا.
фааксару. Обратите внимание, фаак. Если звук каф до конца не произносится с сукуном, фаак, она проглатывается, съедается, и поэтому фаактару. И поэтому нужно договорить фааксару. Здесь удлинение в размере двух огласовок, огласовки дамма. Фааксару фиха. Фи удлинение в размере двух огласовок кясры. Фиха. А здесь обратите внимание, с огласовки фатха мы уходим на лям. И алиф аннулируется, так как при слитном чтении, естественно, удлинение аннулируется. Фааксару фихал фасад. При остановке аннулируется сукун, применяем правило калкаля, и здесь в размере двух огласовок удлиняем фатху. Фааксару фихал фасад. 13 аят, обратите внимание. Фасабба алейхим раббука саута азаб. Таким образом, фасабба, сад твердый звук. Чтобы твердый звук не обращал внимания и не давил на предстоящий звук фа, нужно максимально быть внимательным. Фасабба, чтобы не было. Фасабба. Здесь у нас мягкий, твердый, мягкий. Фасабба. Фасабба. Удваиваем, не забываем обращать внимание на удвоение звука ба. Алейхим раббука. Обращаем внимание. Раббука саута. Обратите внимание на син. Одна из самых распространенных ошибок это саута. На твердое произношение звука син уходит на сад. Саута. Нет. Саута. Азаб. При удлинении, здесь при остановке удлиняем в размере двух огласов, как мы с вами здесь выбрали, аннулируется танвин, переходит в сукун. И таким образом فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ. 14 аят, обратите внимание. «Инна раббака лабил мирсад». «Инна» – четкое произношение огласовки кесра, удвоение, «инна» – удержание назализации в размере двух огласовок, «инна раббака» – твердое произношение «ра», «раббака». «Лабил», «ла» – четкое произношение фатхи, «би» с огласовки кесра уходим на лям. «Лабил мирсад». Мирсад. Здесь сад твердый, удлинение в размере двух огласовок, аннулируется кесра, уходит в сукун. И таким образом «Инна раббака лабил мирсад». Или, так как мы выбрали два, «лабил мирсад». 15 аят, обратите внимание, аят немножко длинный. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. Обращайте внимание. فَأَمَّا удержание и максимально мягкое четкое произношение фа и хамзы. Фаамма удержание назализация в размере двух огласовок, а после с фатхи уходим на лям. Фааммаль инсану. Здесь у нас ихфа в размере двух огласовок, сокрытие. Инсану удлинение в размере двух огласовок фатхи. Иза ма. Иза за межзубное. Удлинение в размере двух огласовок фатхи. Иза мабе. Обратите внимание, с огласовки фатха над буквой мим уходим на сукун звука ба. Мабе, 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 мабе. И применяем калкаля. Мабе таля. Мабе талаху. Удлинение в размере двух огласовок. Огласовки фатха. Мабе талаху раббуху. Раббуху. Удлинение в размере двух огласовок, огласовки дамма здесь. Фаакрамаху.
фаакрамаху. То же самое распространенная ошибка. Съедание сукуна над буквой кеф и проглатывание кеф. Фаакрамаху. Нет. Фаакрамаху. Договаривать сукун полноценным образом. Фаакрамаху. Ра твердый. Маху. Здесь удлинение в размере двух огласовок даммы. Фаакрамаху. Ва на'амаху. На'амаху. Одна из самых распространенных ошибок при удвоении над звуком айн проглатывается звук. На'амаху, на'амаху. Нет. Нужно помягче, легче произносить. На'амаху, на'амаху. Удваиваем. На'амаху. Здесь тоже удлинение даммы в размере двух огласовок. На'амаху. Фаякулу. Фаякулу. Здесь тоже удлинение в размере двух огласовок даммы. Фаякулу. Рабби акраман. Удлиняем огласовку кясры в размере 4 огласовок. Рабби. Удваиваем сперва звук б. Рабби. Огласовка кясра. Акраман. Ра. Ра твердый. Мен. При остановке над нуном аннулируется кясра и переходит в сукун. И таким образом акраман. Акраман является ошибкой. Нужно от этого избегать. При остановке распространенная ошибка удержание над нуном беспричинное. А здесь нету причины. То есть причина может быть удвоенность, а здесь удвоения нету, и поэтому акраман и все. Таким образом, так как аят длинный, есть вариант остановки вот на данном случае. И таким образом, фаакрамаху ва на'амах. При остановке здесь, если мы останавливаемся, самое лучшее чтение – это слитное чтение, но так как в начальной стадии трудно сразу длинный аят читать, можете остановиться здесь. Ва на'амах. При остановке аннулируется естественное удлинение, аннулируется огласовка и переходит в сукун. И таким образом, ва на'амах. И на сукуне ха останавливаемся. И продолжаем. Фаякулу рабби акраман. Итак, 16 аят. Обратите внимание. وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ. Обращаем внимание. وَأَمَّا. Удержание назализации в размере двух огласовок. После удержания وَأَمَّا. Удлинение в размере 4 огласовок. Удлиняем фатху. Ида. Удлинение в размере двух огласовок. Мабталяху. С огласовки фатха уходим на ба. Применяем правило калькаля. Мабталяху. Удлинение в размере двух огласовок фатхи. Мабталяху. Факадара. Обратите внимание. Распространенная ошибка факадара. Твердое произношение даль. Факадара. Является грубой ошибкой. Факадара. Мягкое, твердое, мягкое, твердое. فقدر عليه رزقه. Нужно над займ, над свистящими звуками, если находится сукун, нужно немножко удержать, чтобы до конца произнести все свойства, присущие этим звукам. Ризкаху, ризкаху, ризкаху. И ударение, то есть, естественно, удлинение в размере двух огласовок даммы. Ризкаху фаякулу. Здесь в размере двух огласовок дамму удлиняем. Фаякулу рабби. Удваиваем ба, потом огласовка кясра. И в размере 4 огласовок удлиняем. Рабби аха. После удлинения произношение хамзы одна из самых трудных факторов, и поэтому нужно максимально обращать внимание. Рабби аха. Удлинение в размере двух огласовок. Фатху удлиняем. Аха на. Здесь есть сукун, и поэтому ничего изменять в тексте
при произношении не надо. И таким образом, 16 аят, обращайте внимание, еще раз прочитаю. وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ. Точно так же, как в предыдущем аяте, мы можем применять остановку. Это остановка, вынужденная остановка, для того, чтобы приучать себя к правильному чтению. И таким образом, если мы останавливаемся здесь, аннулируется естественное удлинение, аннулируется огласовка дамма, сукун и ризках. И продолжаем фаякулю рабби аханан. Но, еще раз повторюсь, самое лучшее чтение – это слитное чтение всего аята. 17 аят. Калла балла тукримунал ятим. Калла. Здесь тематическая остановка. Мы можем применять остановки, и на этом будем акцент делать. Калла. Удваиваем и удлинение в размере 2 огласовок. Калла. А потом уходим дальше. Здесь у нас ассимиляция. Балла с огласовки фатха лям, уходим на второй лям. Балла. Удваиваем, а потом удлинение в размере 2 огласовок. Удлиняем огласовку фатха. Здесь у нас удлиняем огласовку фатха. Калла балла тукримунал ятим. Тукримунал. Здесь у нас удлинение в размере 2 огласовок даммы. Тукримунал ятим. При остановке фатха аннулируется, переходит в сукун. И здесь удлинение в размере 2 огласовок. И таким образом калла балла тукримунал ятим. Здесь очень важный фактор. Если мы применяем остановку, то нужно делать выдох. То есть калла, балла, таким образом. На одном дыхании остановка и продолжение по правилам таджвида называется сакт. Правило сакт, предпаузальная остановка. В данном случае такое чтение категорически запрещается, потому что такого правила в данном аяте по чтению Хафса от Асма по пути Аш-Шатабии отсутствует. И поэтому 2 варианта. Первое. Произносим выдох, вдох и продолжаем. Калла, балла. Это первый вариант. И продолжаем. Или второй вариант. Не останавливайтесь и продолжительную тематическую остановку не обращайте внимания. И таким образом слитное чтение. Калла балла тукримунал ятим. Уходим дальше. 18 аят. وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ. Обращайте внимание. وَلَا. Удлинение в размере 2 огласовок. تَحَاضُّونَ. В данном случае мы применяем утружденные, обязательные удлинения в размере словесных. Утружденные, обязательные, словесные удлинения в размере 2 огласовок. Мад лазим мусаккаль аль-калими. Здесь у нас 6 раз обязательное удлинение. Валя 2 раза здесь. Таха. Тахаддуна. Нужно обращать внимание, чтобы максимально правильно произносить дад. После произношения дада 2 раза удлинение огласовки дамма. Обратите внимание. وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى. Айн мягкая, лям мягкая, удлинение в размере 2 огласовок. عَلَى طَعَامٍ. Удлинение в размере 2 огласовок фатхи. طَعَامِ. С огласовки кесра мы уходим на лям. Та твердая. Та нет. Грубая ошибка. Айн мягкая. И айн не подчиняется звуку та ни в чем. Та'амиль. Та'амиль мискин. При остановке аннулируется кесра. Уходим на сукун. И здесь применяем в размере 2 огласовок удлинение кесры, как мы уже выбрали в начале. И таким образом
ولا تحاضون على طعام المسكين. 19 аят, обратите внимание. وتأكلون التراث أكلا لما. وتأكلون. При произношении звука хамзы с сукуном тәкулуна. Не надо на гортанный звук и давить та, чтобы звук айн, тәкулун. Нет, тәкулуна. Нежно, легко произносится. Ватәкулуна. Кулуна. Здесь удлинение в размере двух огласовок даммы. Тәкулу. На согласовке фатха мы уходим на удвоенный звук та. Ватәкулунатту. Тәкулунатту. Тәкулунатту. Ра. Тура. Удлинение в размере двух огласовок фатхи. Тураса. Аклалламма. Ак. Максимальное произношение к. Аклалламма. Здесь применяем ассимиляцию, идгам, без назализации. Аклал. После удвоения ляма с фатхи уходим на удвоенный мим и удерживаем назализацию в размере двух огласовок. Аклалламма. И удлинение аннулируется, огласовки, остается удлинительный звук и в размере двух огласовок. Аклалламма. Таким образом, 19 аят, обратите внимание. وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا. 20 аят, обратите внимание. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا. وَتُحِبُّونَ. После звука та согласовкой дамма нужно максимально звук ха произнести с касрой. وَتُحِبُّ. Удваиваем звук ба. После удвоения удлинение в размере двух огласовок у нас даммы. وَتُحِبُّونَ. После фатхи нуна уходим на лям и удлинение в размере двух огласовок. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا. Теперь обратите внимание. Удваиваем ба, а потом применяем правило ихфа. Хуббан. Назализация в размере двух огласовок удерживаем. Это правило сокрытия. Хуббан джам. А здесь уже назализация в размере двух огласовок над мимом и аннулирование, и остается удлинение в размере двух огласовок. И таким образом 20 аят, обращайте внимание. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا. 21 аят. كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا. Калла. Удваиваем. Удлиняем в размере двух огласовок. Удлинение. Калла. Иза. Удлинение в размере двух огласовок фатхи. Дуккатиль. Обратите внимание произношение звука каф с удвоением. Дуккатиль. Дукка. Дуккатиль. Дуккатиль. Согласовки касра уходим на лям. Дуккатиль. Арду. Ра твердая здесь. Арду. Даккан. Дакка. Удваиваем каф, а потом уходим на правило сокрытия и назализация в размере двух огласовок и продолжаем. Даккан. Дакка. Аннулируется и удлинение в размере двух огласовок. И таким образом, обращайте внимание, 21 аят. Калла иза дуккатил арду даккан дакка. 22 аят. وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا. وَجَاءَ. Здесь удлинение в размере 4 огласовок. وَجَاءَ رَبُّكَ. Обращаем внимание. رَبُّكَ وَالْمَلَكُ. وَالْمَلَكُ.
здесь обращайте внимание, будьте добры, сад твердый, фа мягкая, но ихфа сокрытие твердое. Получается у нас мягкое, твердое, мягкое, твердое сокрытие. Саффан, саффа, саффан, саффа, саффа. Произносим, удваиваем, огласовкой фатха произносим. А потом у нас сокрытие в размере двух огласовок назализации твердое. Саффан, саффа. Твердое произношение сад, а потом уходим на мягкое произношение, удваиваем, аннулируется. После удвоения в размере двух огласовок удлиняем. Саффан, саффа. Еще раз прочитаю. وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا. 23 аят, обратите внимание. وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى. Так как здесь у нас есть тематическая остановка и аят длинный, мы применяем остановку и для нас облегчение. وَجِيءَ. Удлинение огласовки кясра в размере 4 огласовок, после которого применяем четкое произношение фатху. وَجِيءَ. Яумаидим. Здесь мы применяем назализацию в размере 2 огласовок. Яумаидим. Яумаиди. После огласовки кясра уходим на назализацию. Яумаидим би. После назализации яумаидим би. Четкое произношение огласовки кясра под буквой Б. Би-джаханнам. Би-джахан. Здесь удержание, назализация в размере 2 огласовок и при остановке сукун над буквой мим. И таким образом, еще раз обратите внимание на этот отрывок. وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ. Продолжаем. Яумаиди. Яумаи. И зи. Здесь у нас идгам накас, частичная назализация в размере 2 огласовок. Яумаиди ятазаккару. Удваиваем каф с огласовки дамма, переходим на лям. Ятазаккару. Ятазаккару. Яумаиди ятазаккаруль инсану. После сукуна четкое произношение кясры и удержание в размере 2 огласовок. Здесь правило ихфа. Сану в размере 2 огласовок удлиняем фатху. И таким образом ятазаккаруль инсану. Ва анна. Сперва удваиваем нун, удерживаем в размере 2 огласовок назализацию. После удержания назализации 2 раза удлиняем фатху. وَأَنَّا лаху. С огласовки дамма уходим на удвоенный ذا. وَأَنَّا лаху الذِّكْرَى. Удваиваем ذا с огласовки кясра. Лаху ذِكْ. Как мы говорили, обращаем внимание. ذِكْرَى. Удлинение в размере 2 огласовок при остановке. И таким образом, еще раз прочитаю 23 аят, обращайте внимание. وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى. 24 аят. يقول يا ليتني قدمت لحياتي. يقول удлинение в размере 2 огласовок, огласовки дамма. Я удлинение. Я лайтани удлинение кясры в размере 2 огласовок.
Я лайтани каддамту ли хая, удлинение, 2 счета, ли хаяти, удлинение в размере 2 огласовок, при остановке аннулируется, а кесра остается удлинение. Таким образом, 24 аят. Якулу я лайтани каддамту ли хаяти. 25 аят. فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ. فَيَوْمَئِذٍ. Все мягкие звуки. فَيَوْمَئِذٍ. Здесь у нас правило идгам, ассимиляция без назализации. Яумаиди, согласовки кесра, уходим на удвоенный звук лям. Яумаидилля, и удлинение в размере 2 огласовок фатхи. Яумаидилля юаззибу, удваиваем за, обращаем внимание на четкое произношение межзубного звука. Юаззибу азабаху. Аза, удлинение в размере 2 огласовок. Азабаху. 4 раза мы удлиняем огласовку дамма. Азабаху ахад. При остановке аннулируется танвин, переходит в сукун и применяем правило калкаля. И таким образом, 25 аят. فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ. 26 аят. وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ. وَلَا, удлинение в размере 2 огласовок. يُوثِقُ, удлинение даммы в размере 2 огласовок. وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ, удлинение фатхи в размере 2 огласовок. وَثَاقَهُ, здесь 4 раза удлиняем огласовку даммы. Ахад, при остановке аннулируем танвин и переходим в сукун, применяем калкаля. وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ. Обратите внимание на 27 аят. Я айятухан нафсуль мутмаинна. Я, удлиняем 4 раза огласовки фатха. Айятуха. Айятуха. С огласовки фатха уходим на удвоенный нун и удерживаем в размере 2 огласовок назализации. Я айятухан наф. Обращайте внимание, фа до конца должно быть договарено. Нафсуль, на сукун переходим. Я айятухан нафсуль муто. Та, твердый звук, применяем правило калкаля. Мутмаинна, удерживаем назализацию в размере 2 огласовок и аннулируется огласовка, аннулируется та марбута и переходит звук ха и с сукуном. И таким образом 27 аят. Я айятухан нафсуль мутмаинна. И 28 аят. Ирджи'и иля раббики радиятан мардия. Обращайте внимание, при повелительном наклонении глаголов в данном случае мы начинаем с огласовки кесра. Ра у нас твердая. Ирджи'и. Огласовка кесра удлиняем в размере 4 огласовок. Ирджи'и иля. Удлинение в размере 2 огласовок фатхи. Иля раббика. Ра твердая. Раббика радиятан. Ра твердый звук с огласовкой фатха 2 раза удлиняем. Радиятан. Здесь удержание в размере 2 огласовок, так как полноценная ассимиляция с назализацией. Радиятан нару. Ра твердая. Нарудия. После огласовки кесры под буквой дад удваиваем я.
аннулируется танвин над та марбута аннулируется и переходит в ха. И таким образом 28-й аят. Ирджи'и иля раббики радиятан мардия. 29-й аят, обращайте внимание. Фадхули фи ибади. Согласовки фатха уходим на правило калькаля с буквой даль. Фадхули. Здесь удлинение в размере двух огласовок кясры. Фадхули фи. Удлинение кясры в размере двух огласовок. Иба. Удлинение фатхи в размере двух огласовок. Ибади. И удлинение в размере двух огласовок. И таким образом фадхули фи ибади. И последний аят из суры Аль-Фаджр, 30-й аят. Вадхули джаннати. Согласовки фатха уходим на правило калькаля с буквой даль. Прошу прощения. Хули. Удлинение огласовки кясра в размере двух огласовок. Вадхули джан. Удерживаем нун в размере двух огласовок назализации. Джаннати. Потом удлиняем огласовки кясра в размере двух огласовок. И получается у нас вадхули джаннати. На этом мы сегодня с вами прощаемся. До новых встреч. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.